4 единицы второго класса. В 26-й гимназии сегодня особенно оживленно. Все потому, что ученики, обучающиеся с начала пандемии в онлайн-режиме, были счастливы оказаться в родных стенах школы и увидеть своих одноклассников. Я очень рад, потому что на дистанционном можно сидеть дома, но в школе всегда лучше. Там объясняют. На уроке Zoom может залагать и что-то пропустить. Я давно не виделась со своими друзьями. На дистанционном обучении слишком скучно. С ними нельзя поиграть на перемене. Я рада, что я увиделась со своими одноклассниками, с учителями. То, что мы почти целый год не виделись. По онлайну мне всегда было скучно. Мне всегда нравится находиться в школе вместе с друзьями. Всего в школе обучается 2126 учеников. Из них 1450 посещают школу, остальные продолжают обучаться дистанционно. Уроки идут по 45 минут без деления на группы, и только первоклассники обучаются по 40 минут. Этих детей, которые вот сейчас за моей спиной, это 3-й класс, мы ждали почти год в школу, и мы очень рады снова встретиться с ними, увидеться на офлайн обучении. Конечно, сегодня был очень волнительный день, но мы постарались соблюсти все правила санитарного приема детей и работы фильтра. Измерили каждому температуру, обработали руки, наблюдаем за каждым ребенком. Но сейчас и дети, и учителя в таком находятся приподнятом радостном настроении, что все возвращается, жизнь в школу, которую мы так давно ждем. Так, с 9 марта в столичных школах возобновилась традиционная форма обучения для учеников 2-х, 3-х и 4-х классов. Отметим, ранее в бишкекских школах с 18 января офлайн занимались лишь ученики 1, 5, 9 и 11 классов. Во всех школах, в 97 школах города Бишкек проводились дезинфицирующие мероприятия. Конечно, проходили до этого и учителя, техперсонал, медосмотры. Во всех школах имеются медпункты, там есть закрепленные врачи, медицинские сестры. Каждый день у входа школы измеряется температура учащихся, учителей, техперсонала. Конечно, будут обрабатываться их руки. После каждого урока в учебных кабинетах будут проводиться вентиляционные мероприятия. Наряду с этим с 9 марта также возобновили работу и столичные детские сады для детей старших и подготовительных групп, в том числе для детей, воспитывающихся в неполных семьях. Улан Касенов, Ирлан Джуншалиев, Чингис Джумагулов, Алатау, 24.